30 до почти 80% увеличилось число поставщиков местных производителей для дошкольного и школьного питания в Уфе. Задача, поставленная главой Башкортостана Радием Хабировым, в этой части выполнена. Однако есть нюансы, родители недовольны, поэтому прямо сейчас в программе интервью в эфире главного телеканала Республики поговорим о школьном и дошкольном питании вместе с гостем. Сегодня вместе с нами Владимир Смирнов, директор Центра диетического и детского питания города Уфы. Владимир Константинович, здравствуйте. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, как вы видите ситуацию сейчас на рынке дошкольного и школьного питания, с какими проблемами сталкиваетесь? Наверное, основная проблема, которую мы, признаем, мало уделяли внимания ранее, а сейчас после неких претензий со стороны родительской общественности стараемся уделять больше, это как раз контакт с родителями, контакт с детьми, больше просветительская работа для информирования их, почему именно так кормят детей в школах и дошкольных учреждениях города. Мы проводим много, раз в 2 недели, дегустаций для родителей, основной целью которых является даже не накормить родителей или дать им попробовать блюда, которые мы предлагаем в детском меню, а объяснить, почему именно так питаются их дети в детских садах и школах. Давайте отдельно по детским садам, отдельно по школам. Какая картина вот у нас по детским садам? По детским садам картина стабильная. Значит, меню у нас разработано и согласовано с органами Роспотребнадзора. Питание мы используем на 80%, на 76%, если точнее будет, продукцию производителей республики. Остальные 24% это продукция, которая не растет или не производится на территории республики. Меню стабильное, и мы над ним работаем, и нам остается только повышать квалификацию нашего персонала, которая, в общем, очень неплохая. У нас люди работают по много лет и отчетливо понимают, что они кормят малышей, всю ответственность, и иногда даже стараются сделать лучше, чем мы регламентируем, да, по нашим требованиям для того, чтобы накормить детей. Вот, в детских садах дети довольны, родители приходят, да, и когда снимают пробу, тоже, в общем, у нас претензий особенно не бывает. Бывают эксцессы исполнителей, подали чуть быстрее, да, подали. Вот, но, в общем, в детских садах у нас картина стабильная, и мы ее четко отслеживаем силами внутреннего контроля на предприятии. Очень нам помогают контрольные службы как города, так и республиканских и федеральных контрольных органов, Роспотребнадзора, КРУ и остальных. Это помогает нам осуществлять контроль и соблюдать требования за качеством услуги, которые мы оказываем нашим детям. Владимир Константинович, что по школам? По школам мы провели большую работу по информированию родителей о том, как у нас происходит процедура питания в школе. Мы провели 2 недели назад общереспубликанские и городские дегустации для родителей, в которых разъясняли особенности детского питания, показывали, что это питание диетическое, и как любое диетическое питание, будь то для снижения веса или по медицинским показаниям, оно несет в себе некие ограничения. Если человек понимает, почему эти ограничения необходимо принимать, он спокойно питается и получает больше удовольствия, чем не будучи информированным об этом. Если ты сознательно питаешься по диете, да, тебе это становится вкуснее. Мы проводим регулярно, 2 раза в неделю по городу Уфе в школах дегустации для родителей, в которых разъясняем вот эти положения. Если мы говорим про поставщиков, да, сейчас их уже 76%, почти 80% местных производителей, почему был сделан такой выбор именно работы с местными поставщиками и качество сырья? Мы с вами понимаем, что любое сырье, любой продукт, чем дальше его везешь, тем больше шансов, что оно по дороге может попортиться. Да, могут вредители завестись или могут не соблюдаться температурные режимы. Проводя работу, да, осуществляя закупки у производителей Республики Башкирия, мы гарантированы от этих проблем. Их не будет? Их не будет, да.
Единственные продукты, которые мы закупаем извне, это те, которые у нас не производятся. Там, например, курага или рыба, которые в республике нет. Остальное все мы работаем с производителями местными. Как шел этот процесс перенастройки? Этот процесс шел в рабочем режиме, непросто. Были налажены связи с дальними производителями и поставщиками. Мы с помощью Минсельхоза Республики, вот до сих пор мы не останавливаемся над этой работой, до сих пор проводим цикл встреч, нам помогает Министерство сельского хозяйства, контакты налаживать с крупными производителями республики. Вот сейчас я приехал из здания Минсельхоза, мы обсудили, сегодня проводили встречу с поставщиками бакалейной группы. И крупы, и макароны теперь точно будут местного производства. Мы уже отлаживаем с ними нюансы по качеству, по фасовке, по логистике доставки в учреждения, чтобы это было быстрее и безопаснее для детей. В чем преимущество таких соглашений? Стабильность. В первую очередь стабильность поставок. В нашей работе мы кормим детей. У нас нет понятия форс-мажора. Мы не имеем права, в отличие от всех других коммерческих структур, сорвать поставку, не накормить детей. Вот если у ребенка в положенное время наступает время завтрака или обеда, в это время у него обязательно должна быть поставка, должно быть питание. Местные поставщики согласны и знают эти наши требования и выдерживают их. Но вот для них тоже не существует. Мы эту ответственность частично возложили на них. Они знают, что они не имеют права, но не привезти нам свое сырье для того, чтобы мы приготовили. А есть ли какая-то экономия? Конечно. Заморем телушка-полушка, да рубль перевоз. Была такая пословица. Она, конечно, работает. Дальняя логистика – это лишние деньги, которые наши родители, которые платят за питание старших, или бюджет, который оплачивает питание младших, платят за доставку из дальних регионов. В республике относительно это все близко, и, конечно, есть возможность снижать цены на это. Угу. Вот вы уже отметили, что с родителями активно работаете. Как взаимодействуете с брокеражными комиссиями? Сейчас происходит процедура в каждой школе. Родительский комитет избрал своего представителя, который будет участвовать в работе брокеражной комиссии. Какая задача брокеражной комиссии? Каждый раз, когда наши повара приготовили блюдо, брокеражная комиссия снимает пробу и делает свое заключение. Хорошего качества получилось суп, например, вот, или недостаточно. И обязательно делает отметку в соответствующем журнале. Если по каким-то критериям родителям и другим членам брокеражной комиссии не нравится то, что мы приготовили, они имеют право не допустить это блюдо к выдаче детям. И наша обязанность, заменить это блюдо качественным, которое будет удовлетворять не только требованиям Санпинов и других регламентирующих документов, но и вкусом членов брокеражной комиссии. В каком направлении сейчас двигаетесь, какие очередные задачи стоят, и все-таки есть родители, которые недовольны качеством школьного питания. Вот как будете урегулировать здесь? Мы разработали новый вариант меню. Сейчас представители родительских комитетов от родительской общественности города участвуют в его обсуждении. Мы учтем все их замечания и только после внесения их мнения в этот вариант меню направим его на согласование в орган Роспотребнадзора с тем, чтобы это было и безопасно по действующим санитарным нормам и удовлетворяло запросам наших родителей. Когда стоит ожидать его ввода нового меню? С 1 сентября, либо раньше? Мы рассчитываем, что в апреле месяце мы его введем. И какой эффект вы ожидаете получить? Мы ожидаем получить удовлетворенность родителей и детей от блюд, которые они встречают в нашем меню, снижение количества жалоб и недовольных. А дополнительно для более полного информирования родителей о меню, о составе блюд, о производителях, которые привозят нам сырье для этих блюд, в каждой школе мы разместили QR-код нашего предприятия. Наведя смартфон на этот QR-код, вы попадаете, каждый, кто это сделает, попадает на сайт нашего предприятия, где может получить полную интересующую информацию по этим вопросам. Ну и если коротко, еще один момент, коснется ли новое меню тех школьников, которые с хроническими заболеваниями и у них особое меню?
Особое меню – это для особых школьников. Центром детского диетического питания разработано 5 вариантов меню для детей с аллергическими особенностями. Есть безмолочная, есть общая диета, разные. Мы предлагаем нашим детям эти варианты блюд, но только по медицинским показателям. Это не наш повар принимает решение и не школа. Значит, ребенок должен принести обязательно справку от врача, что ему показана именно такая диета. В обязательном порядке администрация школы делает нашему предприятию заявку, что вот накормить по такому-то меню. И наши повара в обязательном порядке ее выполняют, и все особенности питания каждого ребенка мы стараемся учесть. Спасибо вам большое, Владимир Константинович, за такой подробный ответ на все вопросы. Спасибо вам. Спасибо. Сегодня гостем программы «Интервью» в эфире главного телеканала Республики был директор Центра детского и диетического питания города Уфы Владимир Смирнов, и мы говорили о качестве школьного питания. Не переключайтесь, оставайтесь вместе с нами.